Большая работа по расширению сети мобильной связи четвертого поколения ведется в Якутии. 4G или LTE – это высокоскоростной мобильный интернет, позволяющий быть на связи со всем миром без привязки к компьютеру. Проще говоря, весь мир в кармане. В Якутии ежегодно количество населенных пунктов, где есть высокоскоростной мобильный интернет, растет. И сегодня мы поговорим о планах и о том, как и где есть такая возможность, с заместителем министра инноваций региона Евгением Макаровым. Евгений Русланович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня высокоскоростной интернет является, если не обязательным условием, то уж точно одним из факторов комфорта. Какие условия нужны для подключения стандарта 4G? Безусловно, для подключения к 4G нужны хорошие магистральные каналы связи. Это от 100 мегабит и выше. Для стационарных объектов это от 1 гигабита в секунду. Это, несомненно, это оптика, либо современные радиорелейные линии связи. Только в прошлом году в Якутии провели 2000 километров ВОЛС. Насколько это повлияло на охват населения? С переходом ВОЛС в населенные пункты, несомненно, улучшается и обычная связь, скоростная связь, подключение к интернету, а также есть возможность подключения к другим операторам связи. И мобильные операторы сразу подключаются к этому ВОЛС, и уже для них это один из факторов для улучшения качества предоставления мобильного интернета. То есть можно сказать, что своего рода оборудование мобильных операторов служит своего рода таким роутером для раздачи сети ВОЛС? Да, несомненно, для мобильных операторов подключение к высокоскоростным каналам – это и увеличение абонентов, и раздача таким образом интернета тоже. А насколько быстро после проведения оптики к населенному пункту там появляется безлимитный высокоскоростной интернет? Этот вопрос на самом деле не очень быстрый. Обычно с переходом ВОЛС на население сразу спрашивают: вот у нас подвели ВОЛС, и буквально завтра они ждут улучшения канала связи. На самом деле это не совсем так. Чтобы подключить каждого абонента, это нужно, во-первых, построить внутрипоселковые линии связи. Это такой же ВОЛС, только он распределяется внутри населенного пункта. Также операторы связи, которые предоставляют фиксированные услуги связи, и либо мобильные операторы, они должны в первую очередь заключить договоры с магистральными операторами связи и потом уже получить разрешающие документы, построить или модернизировать свою базовую станцию и потом уже оказывать эти услуги. Для простого примера это можно, наверное, преподнести как подключение к газопроводу. Вот газопровод приходит в населенный пункт, и потом уже для подключения каждого дома проходит некоторое время. Это не очень быстро. Все-таки сколько именно времени это занимает? Вот от прихода ВОЛС в населенный пункт и пока пройдут все эти установки оборудования, заключение договоров и прочего? Да, тут по каждому населенному пункту, по каждому оператору время такое прям очень разное. Иногда операторы вместе, когда это приходит, вместе оформляют все документы, и с переходом ВОЛС проходит совсем немного времени, и они вместе запускаются и ВОЛС, и 4G. А иногда бывает там, допустим, на получение лицензии на ГРЧЦ проходит там до 6 месяцев. Поэтому... А где эту информацию могут узнать жители этих самых населенных пунктов? Узнавать напрямую у мобильных операторов? Узнавать информацию о том, что... О том, когда будет уже доступен высокоскоростной интернет? Да, это в планах оператора, но операторы обычно не стараются раскрывать эту информацию. Тогда давайте раскроем эту информацию сейчас. Какие планы у мобильных операторов на ближайшее время в Якутии? По планам операторов
Как вы знаете, у нас самый большой охват у оператора Вимпелком – это Билайн. Билайну у нас подключено свыше 98% населения республики. У нас в этом году подписано соглашение с Вимпелкомом, где обозначено, что до конца 2021 года Билайн модернизирует около 300 своих базовых станций до стандарта 4G. Это, несомненно, очень большой объем работы, но Билайн очень хорошо справляется с планами 2019 года. Они идут с опережением графика, и уже 2/3 базовых станций они уже модернизировали. И сейчас уже население это почувствовало, и уже там, где Билайн модернизировался до стандарта LTE, они уже пользуются сразу этими услугами. Кроме того, кроме Билайна, у нас еще компания МТС очень активно внедряет стандарт 4G. И на прошлой неделе буквально они запустили уже 100-й населенный пункт, где они уже предоставляют услуги 4G. Компания Мегафон в прошлом году модернизировала 44 базовые станции. В этом году планирует 10. Допустим, можно назвать, что они в этом году запускают в городе Нюрба. А как население, как люди воспринимают приход 4G в их населенный пункт? Для них это проходит как-то незаметно, как что-то должное, или это какое-то знаковое событие для них? Тут можно сказать, что в больших городах это проходит как-то незаметно и как-то действительно должным образом, что вот мы живем в населенном пункте, у нас должна быть хорошая связь. А в малых населенных пунктах там к этому относятся совершенно по-другому. С переходом в ВОЛС, с открытием ВОЛС или когда запускается 4G, как на прошлой неделе вот в селе Хамустах, там проводят очень большой праздник, прям все население приходит на это торжество, там дети рисуют плакаты с шариками, запускают в воздух, и такой хороший праздник они проводят. А значит ли это, что в малых населенных пунктах, где раньше была доступна только СМС-связь, звонки, то есть, грубо говоря, стандарт 2G сети второго поколения, тоже смогут присоединиться к высокоскоростному интернету? В целом, да. Там, где 2G было, с приходом ВОЛСа, операторы связи модернизируют свои базовые станции, но тут главная составляющая – это транспорт, каналы связи. Там, где спутниковые каналы связи, в принципе, теоретически 4G сделать можно, но на аренду этих спутниковых каналов там уходят баснословные средства, поэтому операторы ждут, пока придет наземный канал связи, которые более доступны. Вы уже сказали, что мобильная высокоскоростная связь возможна только с приходом ВОЛС в населенный пункт. Где в этом году ведутся активные работы по строительству и прокладке сетей? В этом году у нас очень масштабная стройка идет. Мы в январе запустили Вилюйский экспресс, который очень долго ждали жители Вилюйской группы районов. У нас в этом году еще активная стройка началась в Горном районе, потом в Нюрбинском, в Татинском районе. Оптика в этом году дойдет до Учмаи. И также малые населенные пункты строятся и, вот, как я говорил, в Татинском, в Чурапчинском, Мандыгай-Марла в этом году тоже планируют построить. А также оптика с этого года начинается стройка за Полярный круг в Оленёкский район.
Строительство и прокладка оптики – это всегда ли частные инвестиции или республика тоже оказывает в этом поддержку? Раньше операторы всегда строили за счет своих инвестиционных средств, своих инвестиционных планов, но сейчас уже мы проходим ту черту, где строительство оптики за счет операторов связи, они окупаются. Сейчас уже операторы идут в малые населенные пункты, и мы стали применять схему муниципально-частного партнерства, где муниципалитеты тоже влаживают свои средства, чтобы операторы связи пошли в малые населенные пункты. Допустим, вот мы запускаем, начали строительство до Горного района, точнее населенных пунктов Горного – это 5 населенных пунктов. Вилюйский район недавно заключил соглашение тоже с оператором связи, чтобы построить до 11 своих населенных пунктов. Такое же строительство идет в Нюрбинском районе и, вот как я говорил, в Оленегском районе тоже по схеме муниципально-частного партнерства. Но не без ложки дегтя неоднократно поступали жалобы, например, в Аймиконском районе, что линии ВОЛС не проложены в землю или под землей, а кабели лежат прямо на земле. Как это происходит, с чем это может быть связано? В Аймиконском районе строил частный тоже оператор связи за свои частные инвестиционные средства. В 2017 году было тестовый запуск этой линии, и они уже как бы в тестовом виде начали оказывать услуги связи, и все как-то поняли, что вот оптика, она уже пришла, и почему-то она не заглублена в грунт. Там очень долго идет согласование и с оформлением земельных районов, и оператор до конца 2020 года планирует завершить все работы. В принципе, большинство оптики уже заглублено в грунт по проекту. Осталась там небольшая часть в Аймиконском районе. И до конца... Евгений Русланович, спасибо за беседу. А я напомню, что расширение зоны охвата 4G в Якутии мы обсудили с заместителем министра инноваций региона Евгением Макаровым. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.